Сыктывкаре спайсами отравился 10-летний мальчик. Его на улице обнаружили прохожие. Ребенок нецензурно ругался и не реагировал на прохожих. В последнее время в Коми случаи отравления психотропными веществами участились. В своем блоге на БНКоме экс-руководитель благотворительного фонда «Город без наркотиков», член общественной палаты Анна Фролова разместила фрагмент интервью исповеди 17-летней наркоманки, которая умерла в страшных муках. Как пишет Фролова, только с начала года в нашей республике продано 36 миллионов разовых доз легалки. Анастасия Тюрнина о масштабах бедствия. Я не хочу жить, мне тяжело. Не могу, не хочу. Жизнь прекрасна и коротка. Вскоре после этого интервью девушки не стало. Она умерла от употребления наркотиков в 17 лет. Если раньше там перебежками наркоманы ходили, там знаешь всех в лицо, там, потому что их единица была, сейчас это вообще караул. О наболевшем блоге Анны Фроловой рассказывает и мама другой девочки, которая тоже умерла от употребления наркотиков. Куда обращаться? Куда? Куда идти, когда везде говорят, что вы лучше туда не суйтесь, когда везде все куплено, где, извините за выражение, вот эти полицейские и участковые с ними здороваются за руку. Это нормально? Складывается впечатление, что у них нет детей. По словам члена общественной палаты Анны Фроловой, наркомания в регионе молодеет. Дети могут купить наркотики даже в собственной школе, и все чаще продают их сами учащиеся. То есть в зоне риска находится каждый ребенок. Если мы сегодня не возьмемся вот всем миром за решение этой проблемы, не будем работать над этим с учетом прошлых каких-то ошибок, с учетом вот того опыта накопленного, но дальше будет только хуже. Людей с наркологической интоксикацией на скорой помощи везут сюда, в отделение неотложной наркологии республиканского наркодиспансера. Только за последние дни медики спасли 17 пациентов, которые вели себя неадекватно, а за неделю отравились полсотни любителей дурмана. В 2012 году у нас было всего 11 несовершеннолетних детей, это с 15 до 18 лет к нам поступают. 2013 год 46 несовершеннолетних, за 2014 69 случаев несовершеннолетних, а за первый квартал этого года уже 23 случая. По информации наркополицейских, Коми курительные смеси по темпам распространения опережают классические наркотики. В нашу республику их привозят в основном из Центральной и Южной России. С этого года ФСКН наделили правом еще до полного изучения вносить новые наркотики в реестр запрещенных веществ. Нас настораживает это тот момент, что если раньше распространением наркотических психотропных веществ занимались отдельные распространители, отдельные индивиды, то сейчас в этой сфере работают организованные группы и преступные сообщества, на вооружении у которых стоят новейшие достижения науки и техники, новейшие коммуникационные системы, в том числе и интернет. Это значительно усложняет оперативную обстановку и задачи, которые ставятся перед нашими сотрудниками, но тем не менее это и подталкивает нас совершенствоваться, мы не сдаемся. Кстати, большая часть родителей не придает особого внимания проблеме наркомании, думая, что уж их-то эта беда точно обойдет стороной. Практика показывает о том, что ребенок-наркоман последними узнают родители, в то время как подросток от наркотика может сгореть за пару месяцев, и тогда уже ему никто не поможет. Анастасия Тюрнина, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.